На канале Абхазского телевидения информационный выпуск Камшукшара. Здравствуйте. За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 390 человек. Диагноз COVID-19 подтвержден у 136 из них. На данный момент в Гудаутской ЦРБ находится на лечении 150 человек. У 124 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 30 человек, 76 средней степени тяжести. Выписано 11 пациентов. 11 октября в Гудаутскую больницу был доставлен пациент 1949 года рождения с коронавирусной инфекцией. Мужчина в полном объеме получал необходимую медицинскую помощь, но, несмотря на это, скончался 19 октября. В мобильном многопрофильном госпитале, развернутом на территории пансионата Айтар в Сухуме, находятся 10 пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции. Их состояние здоровья оценивается как средней степени тяжести. Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения. Премьер-министр Александр Ангваб встретился с начальником мобильного многопрофильного госпиталя Минобороны России, развернутого в Сухуме, Абдулмеджидом Магомедовым, сообщает пресс-служба правительства. От имени руководства Абхазии Александр Ангваб выразил благодарность министру обороны России Сергею Шойгу за оперативность, которая была проявлена при рассмотрении просьбы абхазской стороны об оказании помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией. Участие российского военного мобильного многопрофильного госпиталя в преодолении возникшей эпидемиологической ситуации является существенной поддержкой. Задача абхазского правительства заключается в максимальном содействии прибывшим специалистам, подчеркнул премьер-министр. Координатором взаимодействия с военным госпиталем от правительства определен вице-премьер Абхазии Сергей Пустовалов. Начальник мобильного госпиталя Абдулмеджид Магомедов выразил готовность оказывать консультативную помощь абхазским коллегам, обмениваться опытом. В рамках борьбы с коронавирусной инфекцией прибывшие в Абхазию военнослужащие сводного отряда радиационной, химической, биологической защиты Черноморского флота провели в Сухуме дезинфекцию объектов социальной инфраструктуры. Было обработано более 50 тысяч квадратных метров различных поверхностей. Репортаж Алики Трапш. С утра на центральный рынок города Сухум прибыла колонна сводного отряда радиационной, химической, биологической защиты Черноморского флота. Буквально через несколько минут военнослужащие приступят к дезинфекции всех поверхностей центрального рынка. В мероприятиях по дезинфекции задействовано 11 единиц техники радиационной, химической и биологической защиты, а именно мобильные комплексы аэрозольной дезинфекции, авторазливочные станции с комплектами дегазации, дезактивации и дезинфекции, тепловые машины с реактивным двигателем, генераторы горящего тумана и комплектов специальной обработки. Вначале военнослужащие приступили к обработке дороги, прилегающей к центральному рынку. Затем перешли к дезинфекции поверхности внутри рынка. Все торговцы заблаговременно были предупреждены о предстоящей обработке рынка, и все магазины и павильоны рынка сегодня закрыты. 3 дня назад администрация города Сухум сообщила нам о том, что вот в среду сегодня планируется такое мероприятие, и мы заранее стали предупреждать уже всех торговцев о том, что сегодня они приходили на работу, рынок будет закрыт на дезинфекцию, на вот более такую глубокую, при помощи российской бригады. И так что все были предупреждены. И это мероприятие, конечно, оно будет эффективно, оно будет полезное. На днях приходила инспекция, мэр приходил на центральный рынок, проверял, как соблюдаются эти нормы. Ну, процентов на 90 было все соблюдено в плане социальной дистанции, масок, перчаток, дезинфекции. То есть можно сказать, что хорошо соблюдаются нормы. Российские военнослужащие в специальных защитных костюмах прошлись по рядам рынка и обрабатывали каждую поверхность специальным дезинфицирующим раствором. Затем тепловая машина с реактивным двигателем аэрозольным раствором опрыскала рынок. Струя достигала 300 метров, после чего произвели дезинфекцию горящим туманом. Данная техника широко используется в борьбе с коронавирусной инфекцией в Италии и России.
По словам специалистов, растворы, которыми обрабатываются поверхности рынка, никакую опасность для людей не представляют. За один раз техника израсходует около 400 килограммов дезинфицирующего раствора. В первый день дезинфекции в столице планируется обработать более 50 тысяч квадратных метров различных поверхностей. Сегодня мы задействовали технику АРС 14 км, которая проливала дезинфицирующим раствором подходящие пути дороги, а также машина ТМС-65У, которая обрабатывала также аэрозольным дезинфицирующим раствором. Постоянно дозаправляемся, у нас с собой средства, которые мы разбавляем, сразу готовим с машине АРС готовится, и АРС заливает уже в нашу цистерну и обрабатываем уже мы тогда. Также отряд радиационной, химической и биологической защиты в Сухуми провел дезинфекцию территории объектов Министерства здравоохранения и Минобороны. В частности, инфекционной больницы, сборного призывного пункта, архива и генерального штаба. Дезинфекция объектов социальной инфраструктуры будет продолжена и в других районах республики. Алика Трапшин, Алла Гухава, Абхазское телевидение. Зона, где выживают и умирают, где спасают жизнь и вновь обретают ее смысл. Съемочная группа АГТРК, журналист Нала Мукба и оператор Тимур Гугохия побывали в Гудаутском ковидном госпитале и на себе испытали, каково это работать и лечиться в красной зоне. Совсем скоро в эфир нашего телеканала выйдет новая передача «Пациент», небольшой отрывок из которой мы покажем прямо сейчас. Уже больше полугода Гудаутский ковид-центр борется за жизни людей. На данный момент госпиталь заполнен. В палатах лежат по 3-4 человека. К всеобщему сожалению, здесь умирают люди. И это не только пожилые больные с хроническими заболеваниями. Пациенты поступают разные, из всех районов республики. Тяжелых много. Некоторые лежат целый день с трубками во рту. Другие уже идут на поправку. Добрый день. Добрый. Как ваше самочувствие? Сейчас, слава Богу, с помощью этой больницы я стала человеком. Я дышать не могла, меня привезли сюда. Можно я к вам поближе подсяду? Дай Бог всем здесь, врачам, весь медицинский персонал, что только хорошее видел. За все их нехорошее. Что я могу сказать, ребята, девочки, мальчики? Просто. Всем всего хорошего. Вы нам расскажите, как вы вообще попали, в каком вы были состоянии? О, как я попала, по-моему, 9-го мне в Сухуми было совсем плохо. Сахар 25. Сказали, уже не довезут. Привезли на скорой, уложили. С тех пор нянчутся со мной лучшим образом. Дай Бог всем. Вы в сознании были, когда привезли вас? В сознании вы были? Да, конечно, в сознании Помните была, но все, что тяжело было очень, дышать не могла, через этот дышала. Сейчас, видите, я человек. Судя по вам, вы сейчас хорошо выглядите. Ну, выгляжу, потому что тоже стараюсь вместе с врачами себя вытянуть. Дома детишки все ждут бабулю. Вы лежали, да? Как вы в реанимацию попали? Чуть-чуть расскажите. Ну, я попала сперва в ту больницу, мне все хуже и хуже было. Потом меня в реанимацию привезли, а там 3 дня пробыла. Каково это быть, вот, лежать в реанимации? Что это? Очень за мной хорошо ухаживали, вытащили меня с того света, можно сказать. Поднялись сюда, тут тоже очень хорошо ухаживали. А состояние какое вот в реанимацию, когда попадает человек? Что с ним происходит? Вы что чувствовали? Не знаю. У вас легкие были поражены? Да, у меня... Сколько процентов? Не знаю. Двухсторонняя пневмония у меня была. Вот. А верили в вирус до того, как Я очень боялись? верила. Я очень все это соблюдала. Но однако я сюда попала. А где заразились, как думаете? Даже не знаю. Ваша семья, близкие, кто-то заболел? Никто нет. Я вот свалилась. А сколько дней уже здесь лежите? 20 дней. Начиная оттуда, я уже 5-е место. На сегодняшний день все пациенты обеспечены препаратами. Кроме того, в больнице организовано 3-разовое питание. Помимо абхазских врачей, здесь дежурит бригада медиков из Калининграда. Но, тем не менее, по-прежнему ощущается нехватка волонтеров и санитаров. Эксклюзивные кадры из красной зоны смотрите в передаче Налы Мукба «Пациент». Эсма Гуланзе, Абхазское телевидение.
12 врачей из Москвы и Калининграда приехали в Гудаутскую ЦРБ и сменили на посту бригаду из Башкирии, которая находилась в ковид-центре более 3 недель. Они помогали нашим медикам в оказании помощи тяжелобольным пациентам, подключенным к ИВЛ. В составе приехавшей группы медиков 6 врачей и 6 реанимационных медсестер. Они уже приступили к работе. Приезд российских врачей в Абхазию осуществляется в соответствии с договоренностями между Минздравами двух стран. Совсем недавно мы рассказывали о дневном стационаре в Гудауте для больных, проходящих лечение на дому. Как выяснилось, в городе немало объектов, владельцы которых стараются внести свою лепту в борьбу коронавирусной инфекции. Гугут Саварданя продолжит тему. В этой уютной гостинице под названием «Волна» в центре Гудаута с сентября проживают российские медики, которые приехали на помощь абхазским коллегам. На просьбу главы СЭС Гудаутского района помочь с размещением врачей, работающих в красной зоне ковид-центра, директор гостиницы Геннадий Кварацхели откликнулся, не раздумывая. Мы встретились с ней, и она мне рассказала, так и так врачи приезжают, реаниматологи из Башкирии, помогают Абхазии в связи с пандемией. Я говорю, хорошо, говорю. Взял уборочку, сделал. Уборку сделали, все, под ключ им отдал. И вот они поселились здесь. 6 человек, каждый по номерам своим. И потом кто-то еще добавляется, кто-то еще уезжает. И вот так вот. Вчера 6 уехали, сегодня еще 6 приехали. Всего в отеле 9 номеров. Накануне из гостиницы выехала группа врачей из Башкирии. Сейчас здесь проживает 6 медиков из Москвы и Оренбурга. На объекте соблюдаются все санитарные нормы. На момент нашей съемки врачей в гостинице не было. Мы не можем не предоставить, так как мы, жители Абхазии, мы должны друг другу помогать. Вы знаете, в тяжелую минуту мы всегда объединяемся и все рядом становимся. Желаю всем добра, счастья, радости. Наши дети в Абхазии будут жить, и они должны в благом состоянии жить. Дай Бог здоровья всем. А вот еще один объект – гостиница «Серебряный пляж» в новом районе Гудауты. С самого начала пандемии в отеле находились на самоизоляции абхазские медики, работающие в Гудаутском ковид-центре. Сейчас здесь проживает группа врачей из Калининграда. У них у всех одноместные номера, у них номера со всеми удобствами. Ну, по мере возможности пытаемся выполнить их пожелания, насколько это в наших силах. Несмотря на то, что в гостинице проживают медики, прием туристов не был остановлен. Никаких жалоб от гостей за этот период не поступало, да и заболевших здесь не было. Объект соответствует всем санитарным нормам. Все сделано так, чтобы жители отеля не пересекались. Всего в гостинице 20 номеров. В 6 из них живут медики из Калининграда. У каждого из них свой номер и свой выход на балкон. Коридоров в гостинице практически нет. Чтобы попасть во двор, врачи спускаются по наружной лестнице. Татьяна Ивашкина по образованию медик и довольно часто общается с сотрудниками санитарной службы Гудаутского района. И, конечно, когда во время пандемии возник вопрос предоставления жилья медикам, находящимся на самоизоляции, проявила инициативу и решила помочь. Она и сама переболела вирусом и обо всех тяжестях болезни знает не понаслышке. Я уже переболела, уже сдала анализ на антитела, поэтому могу сказать, что тем, кто не верит, ребята, верить надо. Это как самый тяжелый грипп, только немножко хуже. И, может быть, мне не так было тяжело болеть, как очень тяжелый выход и реабилитация после того, как человек переболел. Очень длительный период, поэтому всем рекомендую все-таки относиться очень серьезно к тем рекомендациям, которые даются, выполнять требования. И это прежде всего, в общем-то, социальная ответственность каждого человека. Татьяна с самого начала пандемии принимает звонки на горячую линию по Гудаутскому району. Таким образом, она старается помочь людям, проходящим лечение на дому. Сейчас у нее наблюдается около 14 пациентов. Вадим, добрый день, да. Татьяна Юрьевна. Скажите, пожалуйста, как ваше самочувствие? Ничего, все так же, ничего не поменялось. Понятно. Вы начали принимать все препараты, которые мы с вами вчера проговорили? Да, я все взял, все принял. Угу, хорошо. Тогда в случае изменения вы меня набираете сами, а так мы с вами постоянно, в общем-то, на связи. На 8-й день будем контролировать наши легкие.
Нам удалось пообщаться и с приехавшими накануне врачами из Калининграда. Они уже отработали одну смену в красной зоне ковид-центра. Работа протекает в штатном режиме. У нас 18 коек реанимационных. На них работает 3 врача. Помимо этого есть местный персонал. С учетом распределения сил и средств все протекает достаточно гладко. В больнице есть все необходимое оборудование, любые медикаменты, которые нам требовались. Медицинский персонал весьма профессионален, поэтому каких-то проблем с взаимодействием у нас нет. Позавчера мы пришли со смены, мы разделились на 3 группы. В каждой группе есть по 3 специалиста, которые курируют 6 больных согласно стандартам оказания медицинской помощи. Мы собрали целую команду врачей. У нас есть анестезиологи-реаниматологи, каждый из которых работает в своей группе. Помимо этого у нас есть врач-пульмонолог, врач-инфекционист, который работает в рамках своей компетенции, врач-хирург, который там необходим для оказания хирургической помощи этим пациентам, и медицинская сестра-анестезистка, которая оказывает консультативную помощь. Завтра мы идем в красную зону. Я врач-пульмонолог, врач-инфекционист. Врач-пульмонолог Ксения Келемиченко 7 месяцев проработала в красной зоне в России. Сейчас в красной зоне Гудаутской ЦРБ. По словам медика, благодаря слаженным действиям коллектива Гудаутского ковид-центра работа достаточно эффективна. Мы наработали определенный опыт работы с данными больными. Мы можем оценить тяжесть состояния и дальше скоррегировать терапию согласно протоколам, которые нам предоставляет ВОЗ. Мы можем предупреждать определенные состояния, которые развиваются на фоне осложнений данного заболевания, учитывая его смешанный патогенез. Поэтому все усилия мы направляем именно на это. Мы скоррегировали терапию согласно тому, что должно протекать и какие последствия мы от этого ожидаем. Поэтому мы уже встречались с такими больными на СИПАП-терапии, на высокопоточном кислороде и на ИВЛ. Поэтому мы имеем положительный опыт, конечно, какой-то негативный опыт, но этот опыт нужен для того, чтобы дальнейшие предупреждать ошибки, которые мы можем совершить. Нам приятно работать с коллективом, он выполняет наши назначения и вопросов лишних не задает. То есть и при этом у нас идет обмен определенным опытом. В этой гостинице врачи могут позавтракать. А если говорить о полноценном питании, то для российских медиков оно организовано вот в этой уютной столовой в центре города. Сюда врачи приходят 3 раза в день. Меню разнообразное. Повар на работе с утра до поздней ночи. На завтрак я им готовлю сырники, это обязательно, блины с добавками или с творогом, это обязательное меню у меня. Каша это обязательно. И омлет, яичница, что они выбирают, что они хотят, мы по их желанию готовим все блюда. Когда они хотят, например, все разные хотят, то первые хотят, то второе, то рыбу, мясные блюда, все, мы им не отказываем. По их выбору у нас готовится все. А сейчас вы кого-то ждете на обед? На обед ждем. Одна партия, уже 4 человека были у нас, позавтракали, и на обед уже ждем еще вторую группу. То есть они по группам приходят? Да, по группам приходят, потому что они посменно все в разные смены, то в ночную, то в дневную, и они вот так меняются, но каждый из них попадает на ужин, на обед, на завтрак. А вы всегда здесь, на рабочем месте? Да? Я всегда на рабочем месте, я 6-й месяц без единого выходного дня. Я хотела отдохнуть, 29-го хотела закрыться, вот сентября, когда первая группа подошла, но Аслан Султанович подошел ко мне, Манана говорит, завтра к нам поступают врачи, которые дают поддержку нашему государству, говорит, по болезни, по вопросу пандемии, мы должны их кормить, вы не поедете домой. А вашей смене сколько человек? Мы только вдвоем. Да. Она тут? И помощница моя. Я говорю, раз так надо, значит, мы тоже должны поддержать. Люди едут к нам, а местные это должны мы тоже поддержать. А вы здесь где-то живете? Я в Гале, я сама из города Гали. Как я приехала с июня месяца, я пока 1 день, я 1 час не отдыхала пока. Я с радостью готовлю для наших гостей, которые приезжают. Я хочу поддержать, показать основу нашей традиции, какие мы гостеприимные, абхазский народ. На просьбу районной администрации и СЭС организовать питание откликнулся вместе с друзьями и братьями директор Гудаутского хлебзавода и столовой Аслан Лакоба. На время пандемии столовая работает лишь для российских врачей. Здесь я не один, здесь я тоже с братьями, с друзьями.
То, что касалось питания в комплексе, никаких ограничений не было, там какого-то меню не было. То, что они хотели, имели желание по питанию, никаких преград не было, все они получали. Только идет в этом объекте питание врачей, местных никого, мы объясняем положение, что есть какой-то риск, что вы можете заболеть. То есть мы это им все говорим, местных мы уже не берем. Также отдыхающие, которые здесь питались, их тоже только врачей кормим и все. Мы покупаем свежее мясо каждое утро на рынке, все на свежем, все свежее, каждый день готовится. Я, насколько знаю, вот и глава поблагодарил, люди довольны уехали, вот те, которые были с Уфы. Местные предприниматели стараются обеспечить российских врачей самым необходимым и предоставить им достойные условия проживания. За это они не требуют денег. По их словам, им нужно лишь одно – чтобы все были здоровы. Невозможно в рамках одного репортажа рассказать о всех добрых делах и поступках, которые были сделаны за этот период. На время пандемии город превратился в большой лагерь из людей, в котором каждый старается помочь в борьбе против коварного вируса. Гугут Савардани, Алексей Баструков, Абхазское телевидение. Представители гражданского общества Абхазии выступили с обращением в Совет Безопасности ООН, Совет Европы, в Европарламент, в офис спецпредставителя ЕС на Южном Кавказе с просьбой признать независимость Нагорного Карабаха. В связи с непрекращающимися военными действиями в зоне Карабахского конфликта ради жизни, которые еще можно спасти, мы обращаемся ко всем странам и организациям, от которых сегодня зависит судьба народов Южного Кавказа, с призывом не препятствовать естественному ходу истории во имя обновления, развития и мира на Кавказе, отмечается в частности в обращении. Под обращением подписались Батал Кобахья, Арда Иналыпа, Лиана Кварчелия, Диана Кирсилян, Надежда Венедиктова, Нателла Акаба, Саид Гизирдава, Асида Ломия, Алхас Тхагушев, Инал Хашик и другие. Сухумский водоканал сообщает, что 22 октября с полуночи до 14 часов будет прекращена подача питьевой воды в новом районе и районе Колоса. Отключение связано с проведением ремонтных работ на насосной станции номер 4. И в конце выпуска прогноз погоды. По сообщению гидромедцентра, в четверг в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха ночью плюс 11-16, днем плюс 15-20. Температура морской воды плюс 22 градуса. И на этом наш выпуск завершен. Спасибо за внимание. Всего вам доброго.